все? Что? Презентация центра. Вебинар. У нас вебинар начинается. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем сегодняшний вебинар «Работа на электронных площадках образовательных организаций». И, наверное, я сразу включу сейчас демонстрацию экрана. Так, участников у нас 45 участников. Я надеюсь, что все участники у нас являются либо муниципальными кураторами, либо школьными тьюторами. Итак, мы определили, вернее, приказ Министерства образования об утверждении дорожной карты по применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Согласно плана реализации дорожной карты у нас должны в каждой школе быть организованы электронные площадки, и на этих площадках должны быть у нас школьные тьюторы, которые будут вести эти площадки, и должны быть муниципальные кураторы, которые, возможно, будут контролировать или наблюдать за этими площадками. Так, сейчас я включаю демонстрацию рабочего стола и перехожу с вами на сайт Единой системы электронного обучения. У нас есть сайт Единая система электронного обучения. И на главной странице этого сайта вот электронные площадки образовательных организаций. А сейчас те, кто зарегистрировался уже ранее, то все хорошо, мы вас уже сделали управляющими ваших электронных площадок, и мы сейчас поговорим о том, что мы можем делать на этих площадках. Те, кто еще не зарегистрировался, вы заходите на сайт edu.ercomi.ru. На главной странице этого сайта мы видим категорию «Электронные площадки образовательных организаций». Заходим сюда. И кто не зарегистрировался, и регистрируется, а кто зарегистрирован, вы уже себя видите в качестве учителей. То есть те, кто зарегистрировался, мы уже вас представили в виде учителей. Вот пролистайте, посмотрите. Значит, коллеги, у кого-то включен микрофон. У кого-то включен микрофон. Давайте дальше. Коллеги. Молодец, Маргарита. Так, Майрин, да, ходит? Так, секундочку. Так, Алина, давай. Александр Михайлович, если ты с нами, посмотри, у кого включен микрофон, надо выключить микрофон. Коллеги, обращайте внимание на то, чтобы у вас был выключен микрофон. А вот сейчас я демонстрирую экран. Микрофон и камера должны быть. Вот сейчас у меня микрофон выключен. Нет, все равно кто-то еще с включенным микрофоном. Так, отключить все микрофоны я тогда делаю. Отключаю все микрофоны. Кстати, недавно у нас прошел вебинар по использованию платформы Teams, на которой мы сейчас проводим, поэтому как бы можете тоже посмотреть и сориентироваться. Так, микрофон я отключил. Еще раз возвращаюсь на нашу площадку. Площадка муниципальных кураторов, ответственных за ведение. И видите, вот эта стрелочка означает, что на эту площадку организована самозапись. Итак, у нас сейчас зарегистрировано, получается, человек 10. И здесь будет у нас площадка цифровых тьюторов. Это ответственное за ведение электронных площадок в образовательных организациях. Дальше. У муниципальных кураторов, кто уже ранее зарегистрировался, у вас доступно уже редактирование ваших, каждому муниципальному
куратору доступно редактирование вот этих категорий муниципалитетов. И в каждом муниципалитете у нас уже есть, вот, например, мы в Уссыльмском муниципалитете сделали как бы, ну, во-первых, во всех муниципалитетах есть школы, и вам уже, те, кто зарегистрировался ранее, доступно редактирование тоже этих категорий. В Moodle это называются категории, то есть категории, да. И вот мы сделали в двух школах мы сделали два варианта. Мы вариант сделали по классам, вот в этой Синегорской школе, по классам. И сейчас вот мы с вами будем делать эти категории. Либо по предметам. Вот. А уже в предметах, вот вы видите классы. Ну, какой вариант лучше, я не знаю, честно говоря. Оба варианта хороши, как вам будет удобнее. И сегодня мы с вами разберем, как создавать категории и как уже в категории создать какой-то курс, там, предположим, да, или что-то. Так, всем ли все понятно пока то, о чем я говорю? Всем ли понятно то, о чем я говорю? Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, если это все понятно. Так, и, коллеги, кто уже зарегистрировался ранее, проверьте, доступно ли вам редактирование категории. В частности, давайте мы сейчас с вами начнем что-нибудь создавать. Ну вот я сейчас нахожусь в... Давайте, наверное, делать... Так, сейчас посмотрю, как у нас сделано, наверное, так и будем делать. Для учащихся, вот у нас, например, основное общее образование. Вот видите, у нас сделано по предметам. Поэтому давайте тоже будем делать по предметам. Значит, сейчас просто для образца, но я думаю, что надо начать делать по мере готовности педагогов. То есть если у кого-то из педагогов уже есть некоторые материалы для размещения, то давайте эти материалы тогда и использовать. Чтобы выйти на главную страницу, я должен нажать вот на герб единой системы электронного обучения. На главную страницу выхожу и возвращаюсь на площадку. Коллеги, какой-то голос я слышал, это был вопрос или что? Кому-то что-то непонятно? Если непонятно, можно написать в чате, либо включить микрофон, остановить меня и задать свой вопрос. Коллеги, если что-то непонятно, вы можете включить микрофон, включить видео и сказать, что мне непонятно то-то, то-то, то-то. Давайте сделаем то-то, то-то, то-то. Так, пока все понятно. Двигаемся тогда дальше. Так, вроде бы... Так, ну вот Александр Михайлович мне помогает. Если можно, да, за микрофонами отслеживать. Так, значит, двигаемся тогда дальше. Итак, я буду находиться, ну, уже буду продолжать, наверное, вот, коль у нас здесь есть в Уссыльмском районе. В принципе, я могу взять любую школу. Ну, вот давайте возьмем, если вы не возражаете, Усть-Куломский район, село Пожик. Значит, что у нас здесь есть? По идее, мы сейчас здесь в школе должны создать предметы. Хотя мы видим, что есть и кнопочка «Добавить курс». То есть мы можем добавить какой-то курс, но, как правило, курс находится в рамках какого-то предмета, может находиться. Поэтому я перехожу, вот выбираю кнопочку «Управление курсами», и открывается вот такое окно. Открывается окно, и вы справа видите электронные площадки. Значит, и я видел, что я нахожусь в Усть-Куломском районе, и в частности в школе, так, я был в школе села Пожик. В школе села Пожик. И я в эту школу сейчас добавляю новую категорию. Добавить, создать новую категорию.
Итак, смотрим. Родительская категория. Электронные площадки. Администрация Усть-Куломский. Усть-Куломский. И вижу здесь в Усть-Куломском районе у меня должно быть МОУ СОЖ Пожик. Вот она. То есть я выбираю, ну тут уже нечитаемо, но была СОЖ Пожик. И создаю новую категорию математика. Математика. Создать категорию. Значит, здесь мы видим обязательные поля для зачисления. Вот создана новая категория математика. Сейчас я еще в одном окне открою нашу страничку, чтобы посмотреть, действительно ли появилась там у нас математика. Так, вернусь в Усть-Куломский район. Так, нет, зайду по-другому. Площадки. Так, Усть-Куломский район. Так, СОЖ Пожик. Вот она. Почему-то появилось две математики. Две математики. Ну, в принципе, одну можно будет переименовать. Опять я возвращаюсь в управление курсами. Ищу здесь справа, значит, эту школу. Так, и вот они, две математики у меня образовались. Давайте я одну из них переименую. Переименую в русский язык. Ну, две, видать, я, может, два раза сохранить нажал, или я не понял, почему оно образовалось. Так, вернемся сейчас и еще раз посмотрим. Так, посмотрим Усть-Куломский район, село Пожик, вот математика и русский язык. Дальше опять мы заходим в математику, заходим в управление курсами и создаем новую категорию 5 класс. 5 класс. Хотя можно 1 класс, 2, 3, то есть все классы надо создать категорию. Все. Основные категории мы сделали с вами. Смотрим. Сейчас вернемся еще раз посмотрим. Так, Усть-Куломский район. Так, Пожик. Математика. И в математике категория 5 класс. Вот, захожу в эту категорию. И уже в этой категории я говорю добавить курс. Открывается вот такое окно. Открывается такое окно, но, может быть, сейчас даже не надо было создавать категорию 5 класс. Может быть, уже в математике создавать прямо курсы. 5 класс, 6 класс и так далее. То есть это один вариант, и можно здесь создавать курсы. Хотя, как бы у вас, может быть, по математике курсы разные, если разные ОМК. Да? Разные ОМК. Поэтому мы, наверное, давайте вернемся. Все-таки вернемся в математику. И уже в самой математике мы будем создавать, вот, добавить курс. Не будем создавать категорию, а будем создавать курс. Например, добавить курс. Этот будет курс называться 5 класс. 5 класс. Математика. Ну и, например, автор УМК Виленкин. Не помню инициалы. Подскажите, как у Виленкина инициалы? В чате подскажите мне. Учителя математики, если есть. Так. Не вижу. Как инициалы у Виленкина? Ну, придется прогуглить. Это математика 5 класс. Так. Наум Яковлевич, похоже. Так, Виленкин 5 класс, Наум Яковлевич.
Так, где у нас сейчас? Я здесь. Так, НЯ. Если будет другой автор ОМК, то можно написать другой. Так, вот теперь надо придумать краткое название. Если 5 класс, скорее всего, это уже краткое название есть. 5 математика, может быть, Виленкин. Вот как-то так. Это для чего краткое название? Вот здесь, когда путь высвечивается, то он высвечивается краткий. Ну и можно школу добавить. 5 математика. 5 математика Виленкин. И школа у нас Пожик, да? Пожик. Ну вот так вот, чтобы было краткое название. Смотрим дальше здесь. Категория курса. Где она находится? Так, видимость показать. И вот здесь дата начала, вот это надо выключить. Дата начала, дата окончания, то есть у нас он будет бесконечный. Идентификационный номер курса пропускаем. Здесь можно добавить описание курса, может быть здесь вот добавить. Может быть добавить изображение курса, то есть какой-то рисуночек курса. По внешнему виду и отслеживанию выполнения мы об этом можем поговорить чуть позже. Я говорю сохранить и показать. Сохранить и показать. Итак, мы курс создали математика в школе Пожига. И видите, появилась цифра 1. У нас появился в этом разделе в математике курс 5 класс. И описание может быть. Да? Теперь добавить еще один курс. 6 класс. Математика. Математика можно было бы и не писать, может быть. Виленкин. Тут сейчас вы можете пробные сделать, а потом уже не спеша переделать под то, что вам надо. Итак, 6 математика, Виленкин, Пожик. Потому что будут математика, 6 класс будет во всех школах. Поэтому вот как бы здесь опять выключить. Выключаем. И потом попозже посмотрим, ну или хотя бы можно сейчас описание курса добавить. Что-то про курс у вас будет, изображение курса можно добавить, там отсканировать обложку учебника и так далее. Формат курса смотрим, раздел по темам, а может быть раздел по неделям. Ну, скорее всего, будет по темам. Количество тем, ну, смотрите, сколько у вас в КТП. Скорее всего, 34, тут до 52 тем допускается. Ну, скорее всего, будет там 34 темы. Но я поставлю пока 10. Отображать можно в развернутом виде, в неразвернутом виде. А показывать все секции на одной странице или одну секцию на отдельной странице. То есть здесь у нас идут уже как бы настройки. Настройки курса, которые мы чуть-чуть позже, возможно, с вами посмотрим. Итак, вы создали курс математика. И что теперь еще надо сделать? Нам надо добавить в этот курс, надо учителя. Ну вот пока здесь в 5 классе 4 темы. Хотя вот там чуть ниже есть у нас кнопочка, когда мы перейдем в режим редактирования. Видите, под моей аватарочкой висит кнопочка «Режим редактирования». Если я включаю режим редактирования, то тут есть возможность еще добавить темы. Ну, например, 10 тем я могу еще добавить. Ну, на самом деле вам надо, получается, так, у нас сколько тем-то там. Ну, учитывайте, что у нас 52 темы помещается, иначе потом надо делать там математика 5 класс с циферкой 1, создавать другой курс. Но я думаю, вам должно хватить. По тематическому планированию там не будет, наверное, 50 тем, но тем не менее. И завершить редактирование. Вот, я добавил еще темы, тут у меня достаточно тем. И когда уже я нахожусь в курсе математика, я могу добавлять, опять же,
кнопочка «Редактировать», и я могу добавлять уже элементы или ресурсы. Коллеги, все ли понятно, как мы создаем сейчас курс по тому или иному предмету? Я говорю, что сейчас вы попробуйте создать, все ли у вас получится, я вам даю сейчас 5 минут, все ли у вас получится создать свой курс в своей школе. Ну я остановился, что у нас надо добавить еще учителя. Надо добавить учителя. Давайте еще покажу, как добавить учителя на этот курс. Итак, мы находимся в курсе, мы берем пользователей, записанные на курс пользователей. Пока никого нет, видите, да? И я говорю, записать пользователей на курс. И вот здесь мы ищем либо по фамилии, но лучше по адресу электронной почты. Ну вот попробую я себя найти. Лешок. Вот я нашел. Учитель. У меня еще есть другая учетка. И вот я запишу себя в качестве учителя. Вот я уже добавил себя. У меня тут закрывает вот назначить роль. Учащийся, управляющий, учитель, ассистент, учащийся. Учитель. Достаточно роли учителя, чтобы создавать курсы. Записать пользователей на курс. Все, вот появился учитель. И сейчас, если я выйду из этого курса, вернусь в математику, то вот здесь появился учитель. Если у вас несколько учителей ведут математику по одному и тому же УМК в 5 классе, то, естественно, вы всех учителей сюда добавляете. Можно сделать совместный курс. Единственное, что когда вы добавите детей, то там их надо будет разбить на группы, чтобы они не перемешались у вас. То есть сделать группу 5 А класс, 5 Б, 5 В, ну и так далее. То есть учитель у нас уже появился. Дальше что мы можем сделать? Опять же заходим в пользователи, и здесь есть способы зачисления на курс. Что вы для начала делаете? Вы можете сделать самостоятельная запись. Видите, сейчас гостевой доступ закрыт, невидимо. Самостоятельная запись закрыта, зачисление вручную. Вы можете оставить зачисление вручную, тогда вы будете использовать пункт предыдущий. Видели, как я зачислил учителя. Вы также зачисляете всех детей. Но лучше что? Закрыть зачисление вручную, открыть самостоятельную запись. И когда дети запишутся, закрыть опять самостоятельную запись. И вообще можно ничто не открывать. Проверить, все ли ваши учащиеся записались. Лишних, если кто не записался, убрать. И лишних убрать. И можно вообще закрыть запись. Еще есть вариант. Это запись по паролю. То есть вы можете или по кодовому слову. Пока не будем останавливаться на этом. Потом на следующем семинаре, или может чуть попозже, я покажу вам запись по кодовому слову. То есть все, включили самостоятельную запись. Говорите, детишки, записываемся на этот курс 5-классникам. Даем возможность записаться. Проверяем, все ли записались. И после этого закрываем запись. Все, 5-классники у нас здесь. И мы все их видим. Вот пользователи, записанные на курс, мы все их видим. После этого мы можем что сделать? Вот есть опять же управление курсами пользователей группы. И вот здесь мы можем создать группы, создать группу 5 А, 5 Б, 5 В. Создать группы и отсортировать уже записанных участников по группам, по классам. Вот. Но это уже будет, возможно, следующий этап. Коллеги, даю вам несколько минут попробовать все это проделать, получится или нет. Кому нужна помощь, если нужна кому-то помощь, вы можете включить сейчас. Я тогда остановлю демонстрацию своего экрана. Вы можете включить демонстрацию экрана. Вот это вот здесь будет у вас стрелочка. И продемонстрировать экран, чтобы я мог посмотреть, что у вас не получается. Коллеги, в чате, пожалуйста, поставьте плюсик, у кого уже получилось создать
раздел математика и в математике создать там курсы для, ну, для 1-2 классов. Еще раз говорю, значит, лучше всего создавать курсы. Ну вот, можно, конечно, потихонечку все создавать курсы, вернее, создавать классы, курсы, разделы по предметам, но двигаться надо по мере готовности учителей. То есть, если у учителя уже есть какие-то материалы, то вы можете уже с этим учителем начать работать, дать ему доступ, и он уже может выкладывать какие-то свои материалы. Так, не вижу плюсиков в чате. Все ли получается? Все ли нормально? Так, у нас сегодня 45 участников, я вижу. Так, ну мы и как бы для муниципальных кураторов создали тоже курс, где там можем обсуждать. Кстати, значит, в курсе, в электронных площадках наших, вот здесь, у нас здесь создано уже объявление, это по типу форума, и вы можете какие-то вопросы задавать. Либо, если вот здесь вы под своей учетной записью, у вас есть кнопочка «Сообщения», вы можете написать, ну вот, набрать, например, Лешок, набрать «Найти меня» и написать мне какое-то сообщение. Так, только вот выбирайте мою учетную запись, чтобы она была с аватаркой. Вот я сейчас вижу 2 записи тут, но они без аватарки. Вот лучше с такой аватаркой, если вы мне хотите что-то задать, вопрос, написать. То есть удобно все-таки вот здесь то, что можно писать сообщения. Ну вот мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы добавить здесь и систему видеоконференц-связи, чтобы можно было не только переписываться в чате, но и еще была возможность общаться, ну, проводить видеоуроки. Так, что-то я не вижу, чтобы у нас появились у кого-то курсы в каком-то из муниципалитетов, кроме вот Усть-Куломский и Усть-Цилимский, которые я создал. Коллеги, вы пробуете или нет? Я ждал вам время, чтобы вы попробовали. Так, у всех ответственных, ранее зарегистрированных, кто зарегистрировался после первого вебинара, уже должны быть права. А кто сегодня, если только кто-то зарегистрировался, то вот Александр Михайлович как раз там мне помогает и должен уже тоже выдать права вам. Поэтому так, нет ссылки на управление курсами. Нет ссылки, значит, непонятно, правда, это КО, кто это может быть, но тем не менее, еще раз, значит, вы должны сначала зарегистрироваться либо на площадку цифровых тьюторов, вот сюда, либо цифровых кураторов, чтобы мы могли вас увидеть и уже дать вам права. Вот на площадке цифровых тьюторов мы также в пользователях видим записанных на курс пользователей. Мы, во-первых, вам на этом курсе даем вам права учителя, и вы можете добавлять какие-то свои комментарии, возможно. Вот, то есть вот в этом курсе вы тоже можете
что-то вот тема, нажав кнопочку редактировать, режим редактирования, в теме 1 что-то создать. Либо вы можете в объявление добавить новую тему и что-то в объявление написать. Вот я вижу, у меня сейчас загорелась циферка 1, я вижу, что мне, значит, мне уже пришло сообщение. Вот Александр Михайлович проверил, нашел меня в списке и, в принципе, написал мне сообщение. То есть все нормально, по фамилии вы можете находить друг друга, либо по адресу электронной почты. Значит, если вот спрашивают, такой вопрос задают, управление курсами будет доступно только в категориях, а управляющий курсами может и создавать курсы в том числе. И, по крайней мере, вы можете как управляющими курсами создать курс, добавить в этот курс себя в качестве учителя. И тогда вы можете создавать курс. Коллеги, если есть вопросы, можно включить микрофон и задать вопрос, используя микрофон. То есть вы управляющий курсами, фактически администратор. У вас все права сейчас. Вы можете создавать курсы, вы можете в курсе создавать, вы можете создавать категории. Но нежелательно много категорий, иначе длинный получается путь у нас. Видите, какой длинный путь получается? Вот сейчас курсы, электронные площадки, и так он уже длинный. Поэтому создали математику, и в математике уже создавайте классы как курсы. Пусть лучше будет 2 пятых класса, один по одному ОМК, предположим, да, а второй математика по другому ОМК, если разные ОМК. Смотрите, у нас, если взять как для примера, да, если взять пример, у нас вот в образовании учащиеся, у нас есть курсы по истории, например, по истории. И, кстати, если вы хотите использовать их, можно использовать. Вы можете их использовать для себя. Для этого надо прокрутить вниз сайта и вот здесь заполнить заявочку. И там внизу заявки вы напишите, что вот ФИО, тут свой адрес и так далее. Обоснование. Здесь не надо, кем рекомендовано, просто обоснование. Вот местоположение пишите, образование, учащиеся, основная история. Вот пример, да, такой-то класс, 6 класс. В обосновании можете ничего. Хочу попробовать, там можете написать. Хочу попробовать с детьми там посмотреть или хочу познакомиться с курсом. Можете вот эту заявочку заполнить, и мы вам откроем доступ в качестве учителя. Ну, вот, в частности, по истории все курсы обновлены и в соответствии с ВГОС. К сожалению, по другим предметам мы не можем похвастаться. Например, есть 8 курсов по биологии, но я боюсь, что, возможно, они давно создавались, не соответствуют ВГОС. Да? Есть курсы по географии, по физике вот есть курсы, да? Тоже боюсь, что не соответствует ГОС. Есть курсы за страницами учебника. Биология, история, английский, русский, химия, математика. Это для подготовки к ОГЭ, для девятиклассников. Эти курсы для подготовки к ОГЭ для девятиклассников. Так, ну информатика там у нас ничего тоже получается не сделано. То есть тоже, если вы хотите, можете попробовать уже имеющиеся курсы здесь. Либо в заявочке напишите, там, что вы просмотрели этот курс, он вам понравился, мы перенесем его в вашу школу. Тогда, если вам вот этот курс понравился и как бы вы будете по нему работать, мы перенесем его тогда в вашу школу. Так, коллеги, все ли понятно? Сейчас мы попробуем создать, ну, буквально 2-3 ресурса, потому что по ресурсам у нас уже было много вебинаров.
Так, Людмила, значит, вы можете продемонстрировать свой экран? Людмила в чате написала, что нет возможности создания категорий. Сейчас Александр Михайлович посмотрит, дал ли он вам права. Вы можете продемонстрировать свой экран? Я тогда свой экран останавливаю. Вот эта кнопочка, стрелочка вверх, демонстрация экрана. Нажимаете ее, выбираете рабочий стол или все окно, весь экран, ну лучше весь экран выбрать. Еще раз выбираете его и поделиться кнопка. Покажите свой рабочий стол, я посмотрю. Мы посмотрим, все ли у вас с правами нормально. Коллеги, Людмила. Так, звук пропал. Не знаю. Коллеги, как со звуком у всех? У меня вроде бы звук включен. Так, нет звука. Ну, у остальных вроде бы есть звук, все нормально. Попробуйте выйти, зайти снова. У кого звук пропал, выйдите и зайдите снова. Либо Ctrl+F5. Вы какой браузерный вариант используете или стационарный Teams? Если браузерный вариант, можно выйти и Ctrl+F5 нажать, обновить, попробовать. Так, ну что, коллеги, как у вас получается? Как продвигается работа? Так, посмотрю сейчас, появились ли у нас какие-нибудь курсы. У кого-то получилось или нет. Так, вижу инта. Молодцы, получается. Инта у нас.
Так, инта вот в Петрунях, да? В Петрунях и в школе номер 6. Математика. С большой буквы только, коллеги. Нет, немножко неправильно. Вы уже сразу создали курс, а надо было категорию. Иначе у вас тогда математика какой класс. И если у вас все курсы теперь, можно не создавать категории, кстати сказать, да. Можно не создавать категории, можно сразу курсы. Но тогда надо ставить класс. Математика 6 класс, русский язык там какой класс. Тогда у вас сразу здесь будет много курсов, и вы можете запутаться. Поэтому для чего мы создаем категории? Категории это как бы папки. Создать папки по предметам, а потом уже, то есть вот нажимаем управление курсами и добавляем еще категории. То есть в школе в своей школе создаем еще, на ваше усмотрение. Можете сразу делать курсы. Тогда это будет математика и конкретно какой-то один класс. Математика, следующий класс. Так, Прилузский район. Конкретно в чате напишите фамилию, у кого нет доступа. Прилузский район. Цифровой куратор. Напишите, какая школа, и, может быть, Александр Михайлович сейчас вас подключит. Так, в Петрунях вот математика, и в математике 5 класс. Можно даже было уже в категории математика не писать слово математика. Просто 5 класс. Александр Михайлович, посмотри в чате, Карина. Карина не имеет доступа к категориям. Если вы цифровой куратор, то вы тогда ко всему муниципалитету имеете доступ. И у вас должен быть доступ и в том числе к каждой образовательной площадке, образовательной организации. Так, инта потихонечку начала разбираться. Так, и кто у нас еще? Больше не вижу. Ага, Сысольский район. Вижу две школы. Так, в Визинге, да, Визинге, русский язык. Вы тоже решили не делать категории, а сразу стали делать предметы. То есть сразу стали добавлять курсы. Да, можно так, коллеги. Можно так. Можно создать какой-то курс, предположим, там, для обсуждения, доска объявлений, можно курс создать. Вот. У нас доска объявлений есть в ГИСО удобная, поэтому, наверное, смысла здесь нет ее создавать. Но, может быть. Так, как бы достаточно было одного автора, чтобы было понятно, что у них там коллектив авторов. Ладно, тоже можно так. То есть вот коллеги в некоторых школах стали создавать сразу курсы по предметам. Смотрите, если вам вот так удобнее, не создавая категории предметов, можно создавать сразу курсы. Давайте будем делать так. Так, ладно, тогда давайте немножко двинемся дальше. И я покажу буквально несколько элементов. И я был в Куломской школе. Это была позже. Это была математика. Это был 5 класс Виленкин, например. Тема. Включаю режим редактирования. Тему 1 я могу отредактировать. Например, обыкновенная дробь. Когда я нажимаю кнопочку редактирования, она зелененькая, она вверху, режим редактирования, я могу редактировать. Я могу редактировать темы. Или я мог оставить, там, тема 1, я мог оставить. Тема 1, точка.
Ой, прошу прощения, не включил демонстрацию экрана. Прошу прощения. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Так, включил демонстрацию экрана. Возвращаюсь к тому, о чем я говорил. Я зашел в свою школу села Пожик, математика 5 класс Веленкин, и нажимаю кнопочку «Режим редактирования» и нажимаю «Редактировать темы». То есть вот карандашик, редактировать, ну и дописал обыкновенные дроби. Предположим, тема. Дальше я в эту тему могу добавлять элементы и ресурсы. Ну, например, я могу добавить элемент Электронная, электронная будет, да. ну вот, предположим, вы можете либо лекцию добавить и туда поместить какое-то текстовое содержание, либо вы можете файл добавить. Здесь в описании мы читаем о чем у нас здесь это. Вот. В описании читаем о чем, добавляем, значит, будет имя, ну, предположим, там теория какая-то, да, теория, чтобы ребенок почитал. Также мы можем добавить описание и включить, отображать это описание, какое-то пояснение, да, пояснение можем написать. Прочитайте этот текст, да, и прикрепляем файл. И закрепляем, находим файл на нашем компьютере, загружаем его. Давайте я в документах какой-нибудь файл возьму. Вот, объявление, да? Не знаю, правда, о чем там этот файл. Загрузить этот файл. Дальше настраиваем внешний вид. Он будет во всплывающем окне автоматически открываться прямо в курсе. Ну вот лучше я использую, например, чаще всего во всплывающем окне. Дальше важно будет выполнение элемента курса. Либо вообще не отображать, это справа квадратик от курса будет. Либо отображать как выполненный при определенных условиях, либо ученик вручную. Ну, лучше выполнять как выполненный, и студент должен просмотреть этот элемент. Значит, вы можете установить сроки, до какого времени этот элемент будет доступен. Сохранить и показать. Вернуться в раздел «Обыкновенные дроби». Вот, появился текстовый документ. Выключу режим редактирования, чтобы оно нам не мешало у нас. Появился инструмент, теория, которую он должен прочитать. И вот здесь вот будет отображаться элемент как выполненный у учащегося, когда он откроет этот элемент. Ну, прочитать, не прочитает или нет, мы не знаем, но открыть он, по крайней мере, его должен. Я могу сейчас просмотреть то, что у меня получилось, зайдя под вот здесь у меня, там, где моя аватарка, есть менюшечка, да, и могу переключиться к роли учащегося и посмотреть, как это будет выглядеть со стороны ученика. Вот я сказал, что должно открыться во всплывающем окне. Открылось во всплывающем окне. Кстати, здесь ученик может у вас скачать. Есть возможность скачать. И вот в таком окне. А если вы сделали бы автоматически, он открывался бы прямо здесь, вот, в самом курсе. Прочитал ученик теорию у вас, после этого мы должны дать ему выполнить какое-то задание, да? И поэтому мы сейчас переключаемся к роли, вернуться к роли учителя. Я посмотрел, как выглядит у меня с ролью ученика, и возвращаюсь обратно. Добавляю, например, задание. Задание. Ну, тоже имя ему, там упражнение 1 или как-то еще, задание 1. Видите, принцип одинаковый у всех. Всегда есть название у ресурса, есть описание, которое мы можем отображать, если ставим галочку.
А здесь мы можем критерии оценки поместить в описание или уже конкретно, что он сделать. Вот. Мы можем прикрепить файл, в котором он может поработать, и обратно нам его отправить. То есть вот такие вещи. Опять я выключаю сроки какие-либо установленные, да, то есть не буду я устанавливать никаких сроков пока, вы можете устанавливать сроки. И теперь тип ответа. Ответ может быть в виде текста, а может быть в виде файла прикрепленного. То есть, предположим, вы какое-то задание ему в виде файла отправили, он в нем что-то должен там исправить ошибки, пересохранить под своей фамилией, предположим, и отправить вам. Либо ответ поместить в систему в виде текста. Вот. У нас есть везде значочек вопроса, где вы можете всегда посмотреть справочку, что это означает, каждый пунктик. Вот. Максимальный размер мы можем установить там по максимуму. Допустимые типы файлов можем выбрать, но если не выбраны, по умолчанию. И опять настраиваем выполнение этого элемента. Отображать как выполненный. В каком случае? Уже здесь это задание, поэтому, скорее всего, ученик должен получить оценку за выполнение этого элемента. Вот, то есть вот здесь можем 2 поставить. Он должен предоставить ответ на задание, и он должен получить оценку. После этого, когда вы зайдете в это задание, и если у вас будут какие-то ответы, то вы увидите, сколько вообще приступили к заданию, сколько прислали вам ответ. И вот здесь, нажав кнопочку «Просмотр ответов» или «Оценку», вы уже начнете оценивать. То есть, кстати сказать, здесь можно еще посмотреть параметры оценивания. Если вы хотите созданное задание уже отредактировать, то вот кнопочка справа появляется «Редактировать», «Редактировать настройки». И посмотрим, давайте, вы здесь еще должны в задании, конечно, настроить оценку. То есть балл, максимальная оценка 100 баллов, проходной балл можете установить, предположим, там 60 баллов, да, должен ученик не менее там, половины сделать. Или вообще, если это что-то крутое задание, то все 100 баллов. Иначе, как бы, то есть он должен, пусть с нескольких попыток, там тоже есть возможность настраивания попыток, но выполнить это, оно будет выполнено при условии не менее, когда вы поставите не менее 70, там, ну, какой здесь будет проходной балл. Ну, пока по другим элементам мы не будем смотреть. Вот и опять сохраняем. То есть вот здесь, когда мы уже зайдем в задание, ученик будет видеть, во-первых, в чем заключается смысл этого задания. И уже будет в описании видеть, что он должен прикрепить файл или просто ответ на это задание ответить. То есть вот это можно использовать. Ну и еще элементы, которые вы часто используете, это тесты. Это тесты. Вот. Также можем добавить там тест по теме. Тест по теме. По теме 1, например. Да? Тоже здесь могут быть критерии оценки. Мы можем, когда 5, когда 4, сколько баллов он должен набрать. Также можем здесь количество попыток можем ограничить. Дальше мы можем, какая оценка будет, высшая оценка, последняя оценка и так далее. И, конечно же, мы опять ограничение выполнения элемента курсов. Выполнены при условии. То есть требуется проходной балл, мы можем получить оценку, требуется проходной балл, например. И, соответственно, мы можем настроить сроки. Сроки, когда мы тест добавили, вниз прокручиваем, вот здесь у нас появится
редактирование теста. И уже там мы будем добавлять вопросы. Так. Нет, не закрылся у меня. Сохранить и показать. Так. Сохранить и вернуться к курсу. Граница оценки. Нет, я не хочу. Да. Так, ну уберу пока, ладно. Требуется, потому что не задана пока оценка. Сохранить и вернуться. Так, еще что-то ему не нравится. Так, вроде бы все убрал. Не отображать. А что такое? Итоговый отзыв. Что-то где-то я включил, что ли, итоговый отзыв. Так, может быть, я в оценке включил. Так, ограничения тоже убрал. Пока поставил. Странно. Беру итоговый доступ. Ничего не пойму.
Так, не пойму, почему-то он у меня требует. Так, у меня требует почему-то добавить отзыв. Итоговый отзыв. Так, настройки просмотра. Итоговый отзыв к тесту выключу. Выключаю итоговый доступ. Все равно что-то он требует, не дает сохранить. Александр Михайлович, можешь посмотреть, почему у меня в тесте, не пойму, почему он требует итоговый отзыв? Что-то новое, вроде не было такого. Я уже как бы и отзывы отключил все. В настройках просмотра. Так, это у нас категория Усть-Куломский район, Пожик, математика, 5 класс, Виленкин, тема 1. Не могу создать тест. Создаю тест. Добавить тест. Тест 1. Ничего больше не делаю, и он все равно выходит на итоговый отзыв. Нужны ему какой-то отзыв надо. Вы должны заполнить поле, не оставляя никаких промежутков. Попробуй создать еще тест. Все ли там у тебя проходит? Это математика, Пожик, Усть-Куломский район. Так, а почему у меня не пропускает? Смотри, создаю тест. Добавить. Тест. И сохраняю. И вот он мне выдает на итоговый отзыв. Что может быть не так? Я больше ничего не делал. Что может быть? Непонятно. Ну вот, коллеги, у Александра Михайловича создался тест. Я не пойму, почему у меня он не создается. Сейчас посмотрим. Почему-то у меня не создается. Но, коллеги, смотрите, у нас на сайте Криро, в нашем разделе методическая поддержка обучения с применением электронного обучения и ДОТ, методическое сопровождение, общие ресурсы. И вот здесь вот технология создания учебных курсов в LMS модул. И здесь мы видим, есть вебинары, где мы уже проводили серию вебинаров. Вот лекция с элементами деятельности, значит, создание тестов в системе дистанционного обучения Moodle. Так, создание книги, семинара, форума
создание теста, еще один курс. То есть есть курсы, ну, или в видеозале на сайте Криро, поддержка при организации обучения платформы и ресурсы. И здесь вот тоже в видеозале все семинары по Moodle зафиксированы. То есть можно посмотреть, как создавать уже элементы и ресурсы курса. Ну вот как-то так, как-то так. Коллеги, какие будут вопросы? Есть ли вопросы? Можно в чате, можно включить микрофон. Так, посмотрим, количество людей у нас сохраняется. Так, возможно, экспериментируете. Ну вот можно начинать уже, если у вас есть учителя, готовые размещать уже свои какие-то ресурсы. Вы можете создавать для них курс, добавлять учащихся и добавлять учителей. Как добавлять учащихся учителей я показал. И можете потихонечку как бы этот ресурс уже начинать использовать. Следующий вебинар у нас уже будет в марте, пройдет. Мы посмотрим, у кого что получается. И также вы можете посмотреть уже созданные. Значит, вот какой-то глюк произошел там у меня с созданием теста. Возможно, надо было обновить страничку или перезайти. Что-то, какой-то глюк такой был. Вы можете, значит, да, то есть тест создается, все нормально, какой-то глюк просто произошел у меня, не сохранялся тест. Вы можете вот посмотреть те курсы, которые уже есть, и попросить создать заявку и попроситься в этот курс. И если вы увидите, что он вам подходит, мы даже перенесем его в вашу школу, чтобы вы могли использовать, чтобы не использовать уже в общей массе, а использовать могли в своей школе. Если у кого-то есть поделиться чем-то, предположим, у 3-й школы Усинской есть, у 39-й Воркуты школы есть, у технологического лицея Сыктывкара есть уже курсы, и вы готовы ими поделиться, они успешно прошли у вас апробацию. Мы только будем рады, если вы, так сказать, предоставите такую возможность нам, мы разместим их на своем ресурсе. Коллеги, на этом мы заканчиваем вебинар. Я поздравляю мужчин и женщин с наступающим праздником 23 февраля, Днем Защитника Отечества. У нас многие женщины находятся в запасе, поэтому это и их праздник тоже. Поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам удачно провести сегодняшний вечер, завтрашний праздничный день. И здоровья всем, и всего самого наилучшего. Коллеги, до следующих встреч в марте.